Удостоверение Героя Абхазии, орден Соснолеева, медали за победу, военная форма, шашка, именной пистолет, подаренный герою первым президентом Абхазии Владиславом Арзанба, и другие реликвии переданы членами семьи Алхазура Сулейманова в Музей боевой славы. Алхазур Сулейманов – один из первых добровольцев, выехавших из Чечни в Абхазию 19 августа 1992 года. В то время он занимал должность замдиректора Грозненского телевидения по технической части, но, оставив все, пришел на помощь абхазскому народу. На следующий день после начала известных событий он вместе с журналистами делал репортаж о добровольцах, которые собирались на войну. И именно тогда Алхазур Сулейманов познакомился с абхазским поэтом, общественно-политическим деятелем Геннадием Аламия. Он всегда говорил так, что вот ты пришел к моей матери, сказал моей матери, что вот горит мой дом, и твой сын должен прийти туда и спасти этот дом. Ты уговорил мать, а мать, я это помню, кстати, эту встречу, матерь ему сказала, он всегда шутил. И когда он так пошутил, что вот он тянет меня на войну, она сказала, нет, это не он тебя тянет, а Всевышний Аллах тебя туда тянет, значит, у тебя это написано. На лбу ты должен выполнить свой долг перед Аллахом. Мать так сказала. Алхазур Османович с августа 1992 года состоял в рядах абхазского ополчения, сражался на Бзыбском оборонительном рубеже, принимал участие в отражении танкового прорыва противника в районе села Эшера, участник боев за освобождение города Гагра и всей северо-западной части Абхазии. Затем Алхазур Сулейманов в составе 2-го чеченского батальона принимал участие в мартовском наступлении на Сухум, неоднократно участвовал в диверсионно-разведывательных мероприятиях в тылу противника. Во время июльского наступления при проведении разведывательных мероприятий на горе Ахбюк был ранен, в результате чего потерял ногу. В тот период очень трудная была ситуация. Мы как раз с Ахбюка спускались, где его и ранило. И 37 раненых были разбросаны на берегу. Я делала перевязки всем по очереди, по степени тяжести. Когда я подошла к нему, предложила ему перевязку, и он сидит на коряге такой, и гордо подтянувшись, как будто бы не ранен он, не страдающий, а вот гордо и с улыбкой он сидит и говорит: «Сестра, пожалуйста, перевяжи всех, а затем подойди ко мне, я тебе разрешу перевязать меня». Это было сказано таким нежным тоном, настолько был настойчивым тоном, что я поняла, спорить с этим парнем невозможно, хотя я его видела первый раз. Я сказала: хорошо, дождись. Я перевязала всех остальных, потом подошла и перевязала его. И с тех пор мы очень дружили, у нас завязались очень хорошие теплые отношения. Алхазур Сулейманов лично был знаком с первым президентом Абхазии Владиславом Арзанба. За заслуги перед Абхазией во время Отечественной войны Сулейманов удостоен высшей государственной награды республики – звания Героя Абхазии. Алхазур Сулейманов ушел из жизни в январе этого года. Многократно я записывала его со своим оператором, он был в моих передачах, конечно, я его знала хорошо. Жаль только, что в прошедшем времени мы теперь уже начали об этом говорить. Скажу о нем, что то, что он мужественный был человек, это не открытие. Но как доброволец, как участник нашей войны, для нас было важно еще, что это был очень публичный человек, очень коммуникабельный, очень говорящий. Это был очень большой харизмат, и в результате нашего общения журналистов с ним, вот коммуникации с ним, создался образ очень эмоционально позитивный. Вот то, что с ним произошло, тяжелейшее ранение, да, молодой красивый мужчина теряет ногу. Это понятно, что это очень серьезный стресс. Но как он вел себя после этого, мне кажется, что это было абсолютно ирреально. То есть не каждый человек мог так себя вести.
он становится, не хочу говорить эти слова, но одноногий танцор, многие так его называют, но то, что он станцевал на одной ноге, это очень много. Это надо, вот, не знаю, каждый человек для себя должен понять, как это вообще возможно. И поэтому надо сказать, что его влияние вообще на абхазское общество во время войны было очень сильным. От первого брака у Алхазура Сулейманова есть 3 дочерей. Они находятся в Чечне, а сын Хамзат, рожденный во 2-м браке, вместе с мамой проживает в Гагре. Хамзат знает о подвиге своего отца и гордится им. Он был строгим, но очень добрым, любил помогать людям, был отзывчивым. Но бывает, где-то в магазин захожу и спрашивают, чей ты сын. Потом я говорю, чей сын, они говорят, да, похож, поэтому спросили. По словам вдовы героя Анжелы Хаджакян, они передали реликвии в музей, потому что жизнь Алхазура Сулейманова тесно переплелась с Абхазией. По ее мнению, данный шаг важен для сохранения памяти добровольческого движения. Сдерживая слезы, она отметила, что и сам Алхазур Сулейманов одобрил бы данное решение. Военную форму вчера, когда я собирала для того, чтобы передать, гладила, складывала, было очень трудно, потому что ранее в повседневной жизни, когда он ее одевал на какие-то мероприятия, это было чем-то обычным. А вот вчера это было такое историческое событие, для меня очень волнительное, и я поймала себя на мысли, что я никогда не думала, что это будет именно так, и даже невольно слезы покатились. С 1999 года Алхазур Сулейманов жил в Гагре. Считал, что Абхазию нужно поддерживать не только в войну, но и в мирное время. Он всем сердцем любил республику и всегда восхищался ее красотой. Директор Музея боевой славы имени Арзанба вручила членам семьи Алхазура Сулейманова памятные подарки и заверила, что переданные реликвии будут бережно храниться в зале добровольцев. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.